Для того, чтобы понимать искусство, необходима работа души. Человек, который смотрит и хочет понять. Золото было – это духовная субстанция, которая даже не цвет, а свет. Главное вообще то, что мы делаем, мы должны, во-первых, любить очень, понимать, что это серьезно, и быть правдивыми. Когда ты искренен, когда ты делаешь то, что любишь, это воздастся. Росла я в деревне, и я думаю, что это сыграло огромную роль в моем становлении художника. Вот, любила природу, любила реку, плавать, вот, любила сумерки, которые, мне кажется, очень благодатно действуют на душу человека, а маленького особенно. Это было сложное время после войны, поэтому я рисовала тайком, украдкой. Вот, чтобы никто не видел или под одеялом. Вот. Ну и так продолжалось вообще постоянно до взрослого состояния, когда я окончала школу, и нужно было идти учиться куда-то. И вот тогда я серьезно задумалась, куда идти, никуда не хочу идти. Друг семьи нашелся, сын которого занимается в Минске в художественном училище. И вот пошло, мы повстретились и так далее. Вот. И когда он посмотрел то, что я делаю, это были нелепые рисунки, вообще-то срисованные откуда-то, или какие-то такие непонятные опсы бестолковые, что он посмотрел, говорит, нет, с ней надо позаниматься, посмотреть, что будет вообще, сможет она что-нибудь. Есть талант, если какие-то способности хотя бы. Вот, и потом мы с ним занимались недели 2 упорно. Это было очень тяжелое занятие, потому что я понимала, что если он скажет, что нет, что, девочка, ты лучше не думай об этом, то все, моя мечта будет загублена. Так случилось в моей жизни, что у меня 2 мамы, одна Светлана Каткова, другая Зоя Литвинова, которые познакомились в художественном училище, будучи студентками, благодаря моему деду. То есть мой дед увидел самую талантливую девочку, самую интересную, которую не принимала ее педагог, не могла ее оценить, считала ее трудным ребенком, трудным, я не знаю, подростком, хотя в чем трудность, мне не было понятно, наверное, в какой-то Зоиной самобытности. И у меня началась счастливая жизнь. То есть мне было легко. Мне было интересно. Я стала делать большие успехи. Я окончила первый курс училища, на 5, у меня была повышенная стипендия и так далее. Ну и как-то мы подружились с Сергеем Петровичем. Он меня понимал вообще как ребенка, наверное, как девочку, которая хочет учиться рисовать по-настоящему серьезно. Вот этот свет, который он нам в душу пролил, я вообще несу все время, я помню и живу с ним. Мне очень странно, что не было какой-то толпы и очереди к Зое Литвиновой на учебу, потому что то, что она может передать из своего собственного опыта, что она может рассказать, чему она может учить, вообще очень дорогого стоит. И она бы совершенно искренне делала это бесплатно. Как педагог Зоя Литвинова, она очень внимательный, очень чуткий, я бы сказала, не добренький, но очень добрый. Вот. Может быть, это шло от моего деда, который в процессе какого-то творения указывал на положительные моменты, а не на отрицательные. И скорее он не ругал, когда плохо, а хвалил хотя бы
то маленькое пятнышко, тот маленький кусочек, ту линию, где хорошо. Это, конечно, и семья фактично. Одна семья, потому что они настолько близкие духовно, настолько они подтримливали все життя одна одну, да, что ну, просто можно только позаздростить такому сябровству. Вот. И, конечно, вот на Зою уплывали на обеде, до речи, и что Зоя Васильевна, что Светлана Каткова, это мастаки такого музейного уровня. Мы же вообще такие фанатки хорошего, серьезного искусства со Светой. Очень любили Врубеля. Для нас Врубель был богом, гениальным художником и остается до сих пор. Вот. И тут Кищенко нас заметил, вот, стал обращать внимание, встречались мы, а он по соседству жил, у нас хорошие были отношения, вообще дружеские, как и должны быть между учителем и учеником. Если доверяешь учителю, то это очень важно, очень много значит. Вот. И Кищенко говорит, ну, что вы вообще, вот Врубель, да ерунда ваш Врубель, вот Леже, вот этот художник. Мы говорим, Саша, пошел вообще, ты ничего не понимаешь, мы не хотим даже слушать и знать вообще. Ну, ты не умеешь рисовать, если ты Врубеля не понимаешь, то ты вообще все, не наш друг. Ну, такой. Он говорит, хорошо, я вам докажу. И мы пошли, у нас в подвале было такое, работу в материале делали монументалисты. Он взял такой большой лист бумаги, карандаш, что очень сложно, не то что уголь вообще такой мягкий, подвижный, карандаш. И говорит мне, Зойка, становись. А Света будет стоять и смотреть, что я делаю. Через час он сказал, ну, можешь посмотреть. Он ошарашил нас. Кищенко, потрясающий рисовальщик, потрясающий. Вот. Это так сложно, такой большой формат вообще, за 40 минут сделать красивый рисунок в характере, пластически цельный, грамотный, красивый по языку, не замордованный, не замученный, легкий. То есть мы сказали, Саша, ты гений. Все, что ты говоришь, все, верим тебе до конца. Она блестяще училась реализму и художественном училище. У нее были отличные учителя, тот же Катков Сергей Петрович. Она училась в театрально-художественном институте у Гаврила Ващенко. Там еще, по-моему, как-то одно время даже преподавал еще другой мастер, такой матерый, который приехал в Беларусь так же, как и Ващенко. И, по сути дела, организовали кафедру монументального искусства. А по тем временам кафедра монументального искусства, это было очень круто, потому что в Беларуси не было такое явление, как монументальное искусство. Я работала в комбинате. Это была основная зарплата наша. Казенные чиновники, они не смотрели на это как на произведение искусства, на что-то, которое должно остаться. Приходил завхоз или какой-то чиновник, делал очередной ремонт и сбивал это. И таким образом у нас получилось, к сожалению, что ни одна роспись, которую мы сделали, а это были очень... Мы серьезно относились, это серьезные вещи. Они имели успех не только в Беларуси, это было печатано Москва, и как-то были достаточно известные работы. Одна из них, вот кинотеатр «Вильнюс». Это было выполнено в 1975 году в сложной технике энкаустика. И объектом мы этим были дорожили, нам казалось, что это сделали мы хорошо, успешно. И когда приехали принимать вообще, то все были, вот это, особенно чиновники Министерства культуры, они сказали, что это вообще не наш дух, не то, другое. Стали придираться и так далее. Тогда приехали из Вильнюса, какое-то совещание, было два больших начальника, там губернатор, еще какой-то партийный человек. Вот. И они пришли, им это очень понравилось. Они стали поздравлять нас, сказали, мы были бы счастливы, если бы у нас такая роспись была в Вильнюсе и посвящена городу. У каждого человека складывается какой-то эталон художника и человека. И вот Зоя Васильевна в своих отношениях с людьми, с творчеством, вообще с жизнью, это какой-то такой грандиозный пример. Очень долгое время у нас женское искусство считалось слабым искусством. Была такая ремарка на выставках, женская работа. И цветы, соответственно, относились туда же.
И все вот эти жанровые такие композиции. Ну, у Зои Васильевны это все мощно, потому что любой цветок – это любой характер, и цветы как люди. И уметь понять вот это частное в большом и целом – это очень редкое умение. Не просто написать цветы «я вижу», просто вот это все, а передать их как образ какого-то действия. Выбухнула эта перабудова почалася, і вибухнуло такое об'єднання мастацкае як Неміга 17 своими выставами неверагоднымі абсолютно. Просто сузор'е мастакоў выдатныя. І здавалася, што яны не столькі ставілі нейкую задачу пратэсную ці нешта такое, а вот стварыць сапраўднае мастацтва. І потым гэта вельмі важна для жанчын-мастачак, яе фігура. І яна вельмі значная была. Таму што трэба разумець, што мастакі, якія прымалі ўдзел у гэтых выставах, яны ўжо былі сталымі такімі, успелым узросце, што называецца, гадоў там 40-50, і за іх плечыма ўжо было гадоў, напэўна, 15-20 творчай дзейнасці у зусім іншых умовах. Умовах этого застойнага соцреалізма, да, і у гэтых умовах як бы вынесці сваё, вытрымаць і прабіцца жанчынейшай мастачкі, гэта было вельмі складана, неверагодна. Власти не разделяли мое творчество, и вообще меня не покупали, меня не выставляли. У меня первая выставка была в 50 лет, не в Минске, мне не разрешили делать в Минске, в Полоцке. Я делала то, что я люблю, то, что я хотела, и это не нравилось. Такое может быть, это тоже нормально. То, что мы вот имели заказы монументальные, это у нас была возможность просто выживать. Не вписывалась она в общее русло развития белорусского изобразительного искусства. Зоя Васильевна Литвинова человек достаточно смелый, достаточно решительный, что касается творчества. Она не стеснялась экспериментировать, и это во многом определяло и отношение к ней. А в это время у нас активно работали такие художники, народные художники, как Савицкий Михаил Андреевич. И он даже не стеснялся говорить: Зоя, ты возьми какую-нибудь военную тематику и сделай картину на эту тематику, и ты увидишь, что тебя купит музей какой-нибудь и так далее. Вот был какой-то регламент, были определенные условия, которые нужно было выполнять, и если ты делаешь что-то оригинальное на выставку, ты даже не можешь это показать. И поэтому уничтожались вот эти вот, я не знаю, наверное, тонны работ, которые сгорали в кострах по весне, потому что были не востребованы, были никому не нужны. И люди работали, потому что просто очень хотели работать. И не было важно, увидит это кто-то, не увидит. Это просто вот такое желание рисовать, писать. И вот так рождаются, наверное, большие мастера. Я не утрирую ни одной секунды. То есть костры горели по весне, потому что действительно некуда было складывать. Они с моей мамой работали так много, что не хватало места. Вот. И действительно это было никому не интересно. Сейчас они говорят, что они очень неправильно поступали. Я говорю своими словами, чтобы никого не шокировать. Мне, конечно, очень жаль, потому что это не увидено мной, а вот эти вот периоды юности, они самые интересные, они самые главные. Там, где человек ошибается, где он делает открытия какие-то. И очень бы хотелось на это посмотреть, но ничто не сохранилось. Хочешь делать так, делай, будь угоден кому-то. А не хочешь, делай то, что ты считаешь нужным, во что ты веришь, что ты любишь. Вот. И когда пришла вот эта перестройка, и стали приезжать гости отовсюду, и совершенно случайно увидели несколько моих работ. А это были просто ученые люди с Академией с Академией наук, которые интересовались искусством, которые имели коллекцию и так далее. И они пришли в мастерскую, им это понравилось, и они предложили вообще сделать выставку. И таким образом я оказалась на Западе, и стала выставляться, и пошло. Один человек, француз,
открыл фирму какую-то, бизнес, и открыл галерею. И тоже увидел мои работы и сказал, я хочу сделать выставку. Меня и мою подругу вот Галю Горовую. И мы сделали выставку. Небольшая выставка была в этой ее такое небольшое пространство в галерее. Были послы, тогда много людей было на Западе, и это произвело на них впечатление. Это была выставка акварелей, даже не масла, это акварелей. Вот, приходили и что-то покупали у меня, интересовались, короче говоря. И вдруг вот мы слышим, правительство, Министерство культуры Франции наградило нас орденом за заслуги в области литературы и искусства. Это очень большая награда. Вот Цискоридзе такую награду имеет, и очень многие известные люди. Вот как-то это для нас совершенно неожиданность было. Вот. Мы ни на что не претендовали, не рассчитывали, но вот когда ты искренен, когда ты делаешь то, что любишь, это воздастся вообще. Все равно кто-то поймет, кто-то оценит. Из наших белорусских художников только 2 художника удостоились высокого звания. Это очень много стоит, и это дорого стоит, такая победа ее. Я не помню, чтобы Зоя Литвинова когда-нибудь так бряцала этими высокими званиями. Хотя она там в нашей стране она и получила звание заслуженный деятель искусства. Мне кажется, плохо, если художник находит определенный прием и всю жизнь на этом приеме работает. Вот такие есть художники у нас, и не только у нас. Вот. Но мне это кажется скучным. Вот. Бывает, ведь не случайно у Пикассо были и голубой период, и розовый, и такой, и сякой. Это зависит от состояния души, от его опыта жизненного, от многих причин. Поэтому, мне кажется, это нелепо вообще так, чтобы взять одну гамму, скажем, теплую, и всю жизнь ее делать. А уже голубая уже не годится. И художник находит свой язык, свой путь. Это зависит от работы души, от состояния души, от насколько ты заботишься об этом, о чем ты думаешь и так далее. И вот у меня был период, когда работы были очень темные. Это достаточно сложный был период, когда меня душили, вообще много всего. Это было сложно в Союзе. Вот, и это было страшно очень. И я с трудом выползала с этого мрака. И я благодаря чтению и каким-то размышлениям пришла к тому, что нужно прорываться к свету. И для меня золото было – это духовная субстанция. Духовная субстанция, которая даже не цвет, а свет. И ты рядом кладешь другой же цвет, потому что золото цвет должен выдержать красоту и яркость золота. И вот поэтому у меня начался другой период. У меня начались другие задачи. Во-первых, пластические, духовные. Мне, конечно, очень хочется рассказать про нашу последнюю поездку в Австрию, когда вызвали на реставрацию росписи в капелле. Росписи капеллы в церкви, в Хопфгартене, и на реставрацию скульптуры. Потому что с Галиной Горовой они еще где-то 20 лет назад вырубили очень большую скульптуру, где-то 3 метра, наверное, в высоту. Это Христос. И мое первое впечатление, оно было вообще просто шоковое. Я никогда не думала, что вообще, это же женщины, в конце концов, такой трудный материал. И какое впечатление это производит вообще. Я была шокирована, правда. Она светится, она золотая. Я могу рассказать даже об этой капелле, которую она расписывала. Это тяжелейшая, трудоемкая работа, горячий воск, с краской, с пигментами, после которой у Зои, сломалось сердце. Ей поставили кардиостимулятор, потому что нужно было с этой работой очень быстро передвигаться сверху вниз. То есть ты берешь расплавленный этот воск с пигментом, ты пишешь
вверху плюс 40, плюс 45 температура, внизу намного меньше. И вот в 60 лет она занималась такой работой, после чего она заболела. И как-то вечером я пошла, маленькая пиццерия в Хопгартене возле этой церкви. Вот. И мы разговорились. Я говорю, вот, я приехала, значит, со своей крестной мамой, художницей, говорит, Зоя Литвинова. Я говорю, да, для нее все бесплатно. И каждый день это было все бесплатно. У меня циклы идут. У меня циклы, идет циклы на белорусскую тему. Вот один из холстов у меня в музее находится. Как цветение, по-моему. По этому поводу есть у меня и графика, и акварели, и рисунки, и масло. Тема, религиозная тема очень большую роль у меня играет и проходит сквозь мое творчество. Но это не просто религиозная тема, это темы, библейские темы, которые всегда будут важны для человека. Вот, например, одна из них – «Блудный сын». Что это за тема? Это тема прощения. Но тема взаимоотношений поколений. Она неяк сваё мастацтва впісала і ў сусветны кантэкст, і адначасна яна вельмі нацыянальная. Я, напрыклад, у яе розныя ж цыклы прац ёсць, але у яе такіх фармальных палотнах, дзе улюбёныя колеры там чырвоныя, зялёныя, сінія, жоўтыя там іх спалучэнні. І сама тэхніка, як мазок кладзецца, часта гэта нейкая такая палоска такая. Мне асабіста нагадвае асацыятыўна нейкія народныя ўборы. У меня есть знакомые, у которых есть работа Зои Васильевны. Это огромный букет цветов. И вся квартира, там вообще метров, наверное, 160, служит фоном для этой работы. То есть все подведено к этой работе. И это звучит, знаете, как такая доминанта интерьера. Белорусское искусство хорошее. Когда я бываю на Западе, я вспоминаю многих и говорю, а вот и здесь бы хорошо смотрелся наш вот тот. Хотя мы привыкаем и как-то не всегда оцениваем в должной степени. Она всегда рисует. То есть у нее, я не знаю, сколько сотни этих блокнотов с портретами людей. Она очень любит это делать. Она это делает необыкновенно выразительно, необыкновенно похоже. Она сидит, рисует с телевизора, например. Она перерисовала всех деятелей политики, она очень интересуется. Она перерисовала каких-то артистов. Для того, чтобы понимать искусство, необходима работа души человека, который смотрит и хочет понять. Это вовсе не значит, если меня не понимает кто-то, что я плох. Или если понимают, я хорош. Просто зависит от вкуса, от культуры, от опыта общения зрителя. Она очень быстро работает. Порой у нее есть рисунки, которые она буквально за 2-3 минуты исполняет. Есть такие. Причем, обратите внимание, такие есть у нее крученные такие, там рядом с вами, такая колени, прямо такие, как спиралеобразные, такие, интенсивно, очень быстро она работает. Она не может там сидеть подолго, как некоторые там это делают, выверяют линию, все. Она это так накручивает, очень динамично. А внешне она такой сдержанный человек, такая, я бы сказал, мудрая черепаха тортила. Думаю, еда. У кожного мастака, напевно, специфічна. Зою Васильівну аскетам у гэтым сэнсе ніяк не назовеш. А яна нейкім чынам ператварае у прадметы мастацтва все, что ёй попадается, так сказать, любая поверхня. Внутренняя свобода, она отражается, в общем-то, и на бытовой жизни. Потому что это умение быстро и вкусно готовить. Вот такие черты. Редко художники занимаются своим домом. И это же касается и вождения машины. Вот этот скоростной режим вообще жизни. Да, это бесстрашие. Не сидеть дома, а просто взять,
быстро куда-то поехать, кого-то отвезти. Говорят об этом, пишут и считают, что все должны понимать, чувствовать, участвовать, соучастие в искусстве. Это все глупости, по-моему. Это такое серьезное дело, которое делается в тишине, в глубоких раздумьях. И очень трудное для того, чтобы что-то серьезное сделать. Нельзя много говорить, нельзя делать это в попыхах. Это должно быть значительное все и продуманное, глубокое, серьезное. Очень много однодневок, много всего. Такое время сложное, когда дали свободу, и мы не знаем, что с ней делать. И эта свобода немножко лишила нас глубины, серьезности. Ну, надо пережить это время, я думаю. Такие времена в истории искусства были.